Добрый день, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Юсупов Азат Равильевич, я являюсь доцентом кафедры прикладной физики и нанотехнологий. Сегодня у нас с вами консультация по физике. Экзамен по физике будет проходить в виде онлайн-теста. На сдачу экзамена дается только одна попытка, об этом вы в курсе. Доступ к экзамену будет открыт с 9:00 до 15:00. В этот период необходимо будет зайти в систему. Самое позднее время входа в систему – это 14:00. Далее начнется отсчет времени, и, естественно, за тот промежуток времени, который вам будет отведен, это 90 минут, вам необходимо будет решить соответствующие задачи. Всего вам необходимо будет решить 25 тестовых задач за 90 минут. И из этих 25 задач 20 вопросов будут с выбором единственного правильного ответа, и 5 задач, которые нужно будет решить и вписать правильный ответ в соответствующее поле. Кстати, сегодня мы с вами как раз пару таких задач и решим. Тесты, которые вам предложены, будут структурированы по разделам: механика, молекулярная физика и термодинамика, электричество и магнетизм, оптика, атомная и ядерная физика. Хотелось бы отметить, что в программе вступительных испытаний, с которыми вы, скорее всего, уже ознакомились, предложены варианты тестовых задач, которые я вам рекомендую изучить подробнее, так как они схожи с теми заданиями, которые вы будете выполнять непосредственно уже на самом экзамене. Задания подобраны таким образом, чтобы они были максимально близкими по сложности к единому государственному экзамену, но за исключением уровня С, где нужно было приводить развернутый ответ. В наших тестах таких задач не будет. По итогам решения тестовых задач, насколько я владею информацией, вы будете видеть итоговый результат. Я понимаю, что у вас могут возникнуть определенные вопросы по задачам или процедуре проведения экзамена, поэтому все вопросы вы можете направить мне на электронную почту. Чуть позже вы увидите адрес и номер моего телефона, по которому есть привязка и к WhatsApp. Поэтому можете писать в WhatsApp, можете писать в виде смс на телефон или звонить. Ну и принимаю также вопросы по почте. Итак, мы готовы к решению задач и определению, каким образом записывать ответ в поле решения тестового задания. Сейчас я продиктую, наверное, первую задачу. Текст задачи вы будете видеть на экране. Приступаем к решению задачи. Итак, задача номер 1. Через проводник постоянного сечения течет постоянный ток силой 1 наноампер. Сколько электронов в среднем проходит через поперечное сечение этого проводника за 0,24 микросекунды? Давайте распишем основные параметры, которые нам известны. Нам известен ток I равняется 1 наноампер или 1 на 10 минус 9 ампер. И нам известно время T равняется 0,24 микросекунды. Мы можем расписать с вами 0,24 на 10 минус 6 секунд. По условию задачи нам нужно определить число электронов, которые в среднем проходят через поперечное сечение этого проводника, то есть n нам неизвестно. Нам в этой задаче понадобится еще заряд электрона, поэтому давайте мы здесь сразу запишем QE равняется 1,6 на 10 минус 19 кулон. Ну и приступим к решению. Напомню, что ток у нас определяется как заряд в единицу времени, который прошел через поперечное сечение проводника. Но вот этот вот заряд Q, он будет определяться общим числом электронов, которые прошли через постоянно поперечное сечение данного проводника. Поэтому Q давайте мы сразу распишем как N умноженное на QE. Подставим то, что у нас получилось, в нашу формулу. I равняется N умноженное на QE, деленное на время T. Давайте выразим N. N отсюда у нас равняется I умноженное на T и делить на QE. Получаем, давайте подставлять значение, 1 на 10 минус 9 умноженное на время, на 0,24 на 10 минус 6 и делить это все на 1,6 на 10 минус 19. После несложных расчетов мы получаем с вами ответ. Прошу прощения, n из этой задачи будет у нас равен 1500 штук.
То есть в поле для ввода ответа мы с вами вводим значение n, которое равняется 1500. Итак, переходим к задаче номер 2. Идеальный одноатомный газ в количестве 0,05 моль подвергся адиабатическому сжатию. При этом его температура повысилась с плюс 23 градусов Цельсия до 63 градусов Цельсия. Какая работа была совершена над газом? Ответ выразите в джоулях и округлите до целого числа. Хотелось бы обратить ваше внимание к следующему важному моменту. Вот нужно смотреть, во-первых, в какой форме необходимо представить ответ в задаче, потому что от этого будет зависеть правильность того результата, который вы впишете в соответствующее поле. В данном случае мы должны округлить до целого числа. В некоторых задачах можно будет увидеть, что нужно будет привести ответ в кило, омах или, допустим, в наноамперах или в киловольтах и так далее. Поэтому будьте очень внимательны при окончательном ответе к задаче. В условиях данной задачи нам известно, что одноатомный газ в количестве 0,05 моль подвергся адиабатическому сжатию. При этом температура его повысилась с Т1 равная 23 градуса Цельсия до Т2 равная 63 градуса Цельсия. Необходимо определить, какая работа была совершена над газом. Напомню, что адиабатический или адиабатный процесс – это термодинамический процесс в макроскопической системе, при котором система не обменивается теплотой с окружающим пространством. То есть в условиях данной задачи газ не получает теплоты от внешней среды. Поэтому мы можем с вами записать первое начало термодинамики Q равное А плюс дельта U с учетом адиабатического процесса. Он будет записан в следующем виде. А плюс дельта У. Соответственно, работа в условиях данной задачи над газом, совершаемая над газом, будет равняться изменению его внутренней энергии. Внутренняя энергия дельта У определяется следующим образом. 3/2 масса на молярную массу газа R дельта T. Соответственно, работу А мы можем с вами записать в следующем виде. 3/2 ню R дельта T. Подставляем значение, известные в условиях данной задачи. 3/2 умноженное на 0,05 умножить на универсальную газовую постоянную 8,31 и умножаем на дельта Т. Дельта Т определяется как 63 градуса Цельсия минус 23 градуса Цельсия. Рассчитав, получаем ответ 24,93 джоуля. В условиях задачи сказано, что ответ необходимо выразить в джоулях и округлить до целого числа. То есть целое число в данном случае это 25 джоулей. Вот в таком вот виде мы и должны будем записать данный результат. То есть в поле, которое будет вам представлено, ответ будет равен 25. На этом наша консультация подходит к концу. Если у вас какие-то вопросы остались, вы их можете мне задать, как я уже говорил, либо письмом на e-mail, либо сообщением в WhatsApp, или сообщением на мобильный телефон, номер которого я вам дал на данной консультации. Спасибо за внимание.